благодарен Всевышнему Аллаха за то, что Аллах Азза ва Джалля нас сотворил человеком, сделал нас человеком. У Аллаха есть столько ни'мата, которых невозможно посчитать. Из этих всех ни'матов, которые Аллаху Азза ва Всевышнему Аллаху есть много творений, которых Он сотворил. Из этих всех творений Аллах Субхану ва Тааля, который сотворил, есть самые ценные, самые лучшие являются человеком. Человек Аллах Субхану ва Тааля сотворил вот его и возвышал с его разумом и богобоязненностью. Вот некоторые люди называют себя, допустим, вот от того, что он сильный, от того, что он или же храбрый, или же у него есть какой-то вот поступок, или же у него телосложением он здоровый. Эти все, что сказано, является причиной того, чтобы нас называли человеком. Имам Аль-Газали, рахимахуллах, в книге Ихья улумуддин, вот эти моменты объясняет нам по пунктам. Имам Газали, рахимахуллах, говорит, если, говорит, человек, его назвали бы человеком от того, что он сильный, то тогда, говорит, в первую очередь должно были назвать человеком слона, потому что у слона сила больше. Если бы, говорит, человека назвали бы вот человеком от того, что он такой вот злой, или же со своей злостью он относится, или же своей крепостью показывает он, или же по зверские поступки, да, вот некоторые делают, то имам Газали говорит, рахимахуллах, вот до нас, говорит, до человека Аллах Субхану ва Тааля назвал бы вот его и тигров из-за их храбрости или же их дикости, их назвали бы, говорит, человеком. Если бы нас называли бы, говорит, от того, что мы кушаем, то тогда других животных тоже должны были, говорит, также человеком назвать. Если бы нас назвали бы, говорит, если, говорит, нас назвали бы человеком от того, что у человека иногда хвастается он, когда он совершал прелюбодеяние, перед кем он сказал, я там сильнее, а что-то другое, свои грязные поступки он напоминает, и с этим хочет он хвастаться и считать себя сильным со своими страстями, своими отношениями. Если нас назвали бы, говорит, человеком, то тогда, говорит, свинину его должно были раньше нас, говорит, назвать человеком, потому что у него этот час сильнее, чем человек. Вот таким образом имам Газали, рахимахуллах, нам напоминает, что человек отличается от двух других животных с его разумом и также с его богобоязненностью. Вот в этом, если у нас будет разум, мы будем использовать разум, и также если мы будем использовать вот богобоязненность у нас будет, то тогда мы окажемся на самом деле людьми, человеком. А то человек иногда опускается на уровень чего? На уровень животного. Дорогие братья, у нас есть очень много вот ни'мата, вокруг которого мы должны что делать? Подумать, через чего мы должны приближаться к Всевышнему Аллаху, через чего мы должны найти для себя истину, через чего мы должны себя чувствовать вот, и познать единого Всевышнего Аллаха. Аллаху Субхану ва Тааля часто в Коране нам говорит, вы размышляетесь, вы подумаете вокруг той творения, которую я вам сотворил. Вот один из тех ни'матов, допустим, небольшой такой ни'мат, будем напомнить, что наша рука. Аллах Субхану ва Тааля как его сотворил? Если Аллах Субхану ва Тааля, если его сотворил без вот, суставов, без частей, прямо если сделал, то тогда нам пришлось бы как корову покушать. Аллах Азза ва Джалля нас возвышал, что делает? Полноценный форму Аллах нам руку дал. Вот видите, как она дотрагивается до рота, вот сколько частей здесь сгибается. Вот также Аллах Субхану ва Тааля, если сотворил бы человека, вот на руке человека, если было бы все пальцы целые, то тогда мы не смогли бы кулак вот так или же что-то держать, для нас очень трудно было бы. Аллах захотел, чтобы полноценного человека, полноценный ни'мат. Если также Аллах Субхану ва Тааля нас сотворил, вот если сделал бы на пальцах рук, если сделал бы вот без ногтей, если сотворил бы, то тогда мы не смогли бы отсюда вот такие тонкие вещи взять, потому что ногти там помогают разобрать тоже. Также Аллах Субхану ва Тааля, когда мы подаем еду, вот обратите внимание на язык.
Аллах его сделал без костей. Почему? Потому что там объем меньше. А на языка Аллах Субхану ва Тааля сделал чувствительный часть, а его не сделал на середине, а сделал в другом. А почему сделал в другом? Для того, чтобы он почувствовал, если он в целом чувствительный часть у него было бы, то мы не смогли бы отличать соленые от другого. Для этого Аллах Субхану ва Тааля так сотворил. Есть много-много ни'маты, которые нам доказывают, что есть Всевышний Аллах единый. Есть Всевышний Аллах, которому мы должны и поклоняться, которому мы должны и верить, и который нас учит быть человеком. Это для нас необходимо, где бы мы ни находились. Вот некоторые могут стать там богатыми, с богатством его могут заблудить. Некоторые могут стать там сильными, от его силы он может его обманывать. Некоторые могут уметь разговаривать сильно там по-блатному, как говорят. Вот эти все перечисленные качества, они не указывают на нас человечество. То эти качества нас что делают? Нас снижают и снижают нас на уровень животного. А нас возвышает, дорогие братья, познание Всевышнего Аллаха, и также наш разум, и также богобоязненность. Вот давайте всегда будем на правильном, на истинном пути, всегда будем людьми чистыми, правильными людьми, которые будем пример взять наших предков, как они жили, как они друг друга уважали. Еще хочу обратиться на отношения хорошие. Вот в судный день посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, этот хадис приводит имам Газали рахимахуллах в своей книге «Ихья улумуддин». Он говорит, когда наступит судный день, когда будет день воскрешения, когда войдут люди в рай, шухада и также анбия, пророка алейхиссаляму, они увидят в раю издалека одно место, будут назвать его очень высоким местом и высокой степени, вот, который Аллаху Азза ва Джалля его уготовил для особых людей. Тогда вот, у них будет, говорит, такое желание вот, попасть туда, но в это время они скажут, говорит, о Всевышний Аллах, для кого ты сотворил его? В раю вообще издалека видно и какая красота, и какое хорошее место, которое Аллах Азза ва Джалля уготовил. И анбия, и шухада просят у Всевышнего Аллаха, о Аллах, для кого же вы приготовили вот это место в раю? То тогда анбия, они пророка алейхиссаляму, они ответят, говорят, я его сотворил из ума Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям для тех людей, которые сохраняли братство. Аллах Субхану ва Тааля не только нас возвышал с исламом, с праведностью, даже если мы можем сохранять братство со всеми, вот быть искренними людьми, человеком, если мы будем сохранять братство, Аллах Субхану ва Тааля в раю уготовил место, за которое будут другие пророки завидовать. Они скажут Всевышнему Аллаху, для кого же уготовил? Аллах Субхану ва Тааля скажет пророку, это уготовано для тех людей, которые сохранили братство между людьми. И поэтому мы всегда просим у наших братьев, у наших всех мусульман, не мусульман, всегда вот найдите общего языка и всегда будьте братьями, и особенно вы должны сохранить его братом. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-муслиму лиль-муслими, мусульманин, он подобен, говорит, двух рук, как они обе руки, как нуждаются друг в другу, и мы тоже друг в другу нуждаемся. Нуждаемся в чем? Если мы видим рядом другого человека, который он делает, нарушает и законы, нарушает и исламские законы, и нарушает гуматы законов, что-то, то, что противоречит человечеству, если он делает, он его исправляет. Вот для этого нужно всегда. А если мы на лицо увидим человека, который не по тем стопам он идет к грязи и плохим поступки он делает идет, то в это время на лице его смеемся, а сзади разговариваем. Это не является мунафиком, лицемером, который является очень плохим, который считается в исламе очень оскорбительным быть мунафиком. И поэтому, дорогие братья, всегда давайте будем друг друга исправить. Если какие-либо мы не к тем путям, если мы идем, то тогда будем всегда исправить, и всегда будем спрашивать у знающих, у понимающих и взрослых людей. Иншаллах. То тогда мы окажемся на правом, на истинном пути. Всегда желаю вам, и для нас тоже делайте всегда дуа, и для нашего имама тоже делайте дуа, и всем на вам тоже мы всегда будем делать дуа. Иншаллах, будьте всегда братьями, будьте всегда ближе друг к другу, всегда будьте